Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Аслан Бжаниев встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Ваги Петросяном. Муса Экзеков вновь избран председателем Высшего совета ВАГ. Делегаты съезда также утвердили новый состав Высшего совета. Подведены итоги абхазского научно-образовательного проекта «Осхор». В Координационном союзе организаций русских соотечественников Абхазии подвели итоги работы и наметили планы. Президент Аслан Бжаниев встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Ваги Петросяном. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что руководство Абхазии придает важное значение взаимоотношениям с субъектами Российской Федерации. Ваги Петросян поблагодарил Аслана Бжаниева за теплый прием и сообщил, что цель его визита – расширение межрегионального сотрудничества, определение новых направлений взаимодействия. Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества и подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении связи между Абхазией и Архангельской областью. В завершении встречи Бжаниев и Петросян обменялись памятными подарками. Взаимодействие в целом между нашими государствами – это реализация прямых жизненных интересов народов и Абхазии, и Российской Федерации. Ситуация, с одной стороны, усложнилась, и она выпукло обозначила, кто может и есть союзник, с кем надо дружить и с кем нужно планировать наше общее будущее. Поэтому добро пожаловать. У нас с вами есть добрая история взаимодействия и дружбы. Наши города Архангельский, Сухум, города-побратимы. Это устойчивая, уверенная такая дружеская связь, которая сегодня очень важна. Сегодня особенно состояние внешнеполитическое такое не очень стабильное, и эта стабильность очень нужна. Я проехал по республике, по улицам и был приятно удивлен изменениями. Это чистая правда, это не лесть, и ремонтируются дороги, тротуары. Это все благодаря вашей очень серьезной проделанной работе. Реконструируются фасады зданий, обновляются туристические объекты. Я уж молчу про количество новостроек. Но для меня, как для человека авиационного, очень приятно, что есть уже твердое понимание, как будет развиваться авиация, и есть дорожная карта по возобновлению авиационного сообщения между Россией и Абхазией. В посольстве России в Абхазии состоялась встреча временного поверенного в делах России в Абхазии Максима Литвинова с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Ваги Петросяном, находящимся с рабочим визитом в Абхазии. Как сообщает пресс-служба посольства, в ходе беседы стороны обсудили аспекты взаимодействия Архангельской области с Абхазией. Со стороны посольства была подтверждена готовность содействовать упрочнению связи российского региона с республикой в различных областях. Муса Экзеков вновь избран председателем Высшего совета ВАГ. 8 декабря 8-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса продолжил свою работу. Делегаты съезда также утвердили новый состав Высшего совета. От Абхазии в него вошли Арда Ашуба, Марина Барциц, Джамбул Инжге, Нурик Варче, Вадим Харази и Вячеслав Чирикба. На пленарном заседании были заслушаны отчеты о финансовых расходах Конгресса за последние 5 лет. Всего на реализацию различных проектов на территории Абхазии за отчетный период потрачено 100 миллионов рублей. В основном это средства председателя Высшего совета Мусы Экзекова. В рамках съезда также были подписаны соглашения о сотрудничестве между Абхазо-Абазинским конгрессом, Госкомитетом по репатриации и Федерацией абхазских культурных центров в Турции. То, что мы сегодня делаем, завтра стараемся делать лучше. Поэтому, конечно, все время будут какие-то изменения, дополнения. Команда становится больше. Идей, тем более, что мы очень активно вовлекаем в процесс общественные советы во всех населенных пунктах
от которых идут тоже очень много инициатив. Поэтому вопросов всегда будет очень много, и мы будем все вместе отвечать на эти вопросы. А то, что сегодня переизбрали, я хочу поблагодарить всех искренне за доверие. Это прежде всего доверие. Я сделаю все, чтобы вместе со своей командой оправдать это доверие. Я считаю, упустили 5 лет очень серьезной работы, которую мы намечали. Пока не очень здорово получилось. И еще из-за пандемии в Турции убежден, что мы с января очень плотно насядем на них тоже, чтобы там тоже, в общем, происходили те активные изменения, которые мы делаем и в Абхазии, и в Абазаште. По поручению президента Абхазии Аслана Бжаня для жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей во всех районах республики организованы пункты сбора мандаринов. Местные жители активно участвуют в гуманитарной акции, ежедневно приносят в пункты сбора плоды цитрусовых. Глава государства посетил один из таких пунктов в городе Чамчира. Саркис Зейтулян приехал из села Аракич наполнить автомобиль с цитрусами. Ему помогали и соседи. Для нас важно поддержать людей, которые пережили войну, и поделиться тем, чем богата наша земля, говорит он. Собираемся от души отправить Донецк, Луганск, куда бы ни направили. В селе собрали, люди добровольно все привезли сюда. Все душою хотят чем-то быть полезным великому нашему делу. А здесь мандарины есть из вашего собственного сада тоже, да? И собственно есть, и по-соседски, по селению везде собрали. Пункт приема находится в центре города. Тем не менее, свой урожай сюда привозят из всех сел района в мешках, пакетах и ящиках. А такую картонную тару закупила администрация Чамчиры для фасовки и отправки мандаринов. Коробочки, естественно, мы приобрели. Глава администрации нашего района дал нам указание, чтобы мы всех оповестили. Вы знаете, наш народ тоже перенес войну, и это не знают, что это такое. И все добровольно, все даже грузить помогали, фасовать мандарин помогали. Все активно приняли участие жители нашего района. За 3 дня жители Чамчирского района собрали около 8 тонн мандаринов. Местное население активно участвует в гуманитарной помощи. Как дела, Саркис Андроникович? Хорошо. Вы из какого села? Село Аракич. Из села Аракич. Я так понимаю, что здесь идет работа по сбору гуманитарной помощи, да? Да. Спасибо вам большое. Еще звонят, говорят, приедем, довезем, нам уже даже некуда принимать. Люди готовы, люди хотят, помогают, приезжают. Вот с утра это было. Сейчас даже остановили, потому что нам даже грузить уже некуда. Наши граждане знают, что такое беда, и всегда готовы оказать поддержку. А это очень важно для детей Донбасса. Мы прекрасно понимаем, что они испытывают, отметил президент. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей должны почувствовать от нас поддержку, сказал Аслан Бжаня. Это очень важно, чтобы тепло наших сердец граждан Абхазии прочувствовали дети на Донбассе. Новой Российской Республики. Это гуманно, это справедливо, это хорошо. Хотел бы вас поблагодарить. Большую благодарность передайте всем сельчанам, кто это делает. Вы можете быть абсолютно уверены в том, что все то добро, которое вы делаете, вернется обратно вашим детям, нашим детям и нашему будущему. Молодцы. Я вам признателен за ту акцию, которую вы здесь проводите. Спасибо вам всем большое. Спасибо вам большое. На мгновение, чтобы они забыли о тягостях войны, которые происходят там сейчас. Хорошо. А летом мы сюда позовем покупаться В нашем море. Да, в теплом и чистом море. До Нового года осталось чуть меньше 3 недель. В скором времени эти желто-оранжевые плоды цитрусовых украсят праздничные столы жителей Донбасса. Сима Аргун, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. За 11 месяцев текущего года раскрываемость преступлений в столице увеличилась более чем на 4%. В Министерстве внутренних дел прошло совещание под председательством министра Вальтера Бутба, где были подведены итоги работы за отчетный период управления внутренних дел по городу Сухум. Все подробности в репортаже пресс-службы МВД.
Министр внутренних дел Вальтер Будба провел отчетно-плановое совещание с личным составом Управления внутренних дел по городу Сухум. На совещании присутствовал прокурор столицы Алхас Агумава и заместитель Аляс Трапш, заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадва, руководители аппарата Управления внутренних дел. С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности за 11 месяцев текущего года выступил начальник УВД Астамур Хагуш. Так, за рассматриваемый период было зарегистрировано 246 преступлений, раскрыто 234, или 95,1%. Из них зарегистрированных тяжких 75, раскрытых тяжких 66, то есть 88%. Отмечу, что несмотря на тот факт, что в текущем периоде по сравнению с предыдущим выросло количество зарегистрированных преступлений на 61 единицу, раскрываемость преступлений увеличилась на 4,3%. Кроме того, сотрудниками УВД большое внимание уделяется профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде и работе с несовершеннолетними. На учете состоит 9 несовершеннолетних лиц, 8 из них, которых из неблагополучных семей, в связи с чем соответствующие материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города Сухум. Астамур Хагуш доложил также о работе, проведенной подразделениями милиции общественной безопасности, в частности, отделом госавтоинспекции УВД. Сотрудниками УГИ УВД по городу Сухум ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление, недопущение и пресечение преступлений и административных правонарушений, в ходе чего было выявлено 14 628 нарушений. Хочу отметить, что ежедневно сотрудниками АУР управления проводятся соответствующие мероприятия, направленные на установление и задержание разыскиваемых лиц. Кроме того, сотрудники АУР проводят практически рейдовые мероприятия во всех районах столицы, в результате которых 412 человек привлечено к административной ответственности за мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику милиции, распитие спиртных напитков и так далее. Также в ходе рейдовых мероприятий в республиканский наркологический диспансер на свидетельство доставлено 227 человек. Говоря о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, начальник УВД доложил, что таковых за отчетный период выявлено 70. Силами сотрудников УВД пресечена деятельность 5 преступных групп по сбыту наркотических средств. Подводя итоги совещания, министр внутренних дел оценил работу управления на удовлетворительно. Вместе с тем Вальтер Будба поручил усилить работу в части регистрации обращений граждан. Тут вы отмечаете, что идет рост заявлений. В целом криминогенная ситуация не сильно изменилась, но если рост заявлений, я бы хотел это связать с тем, что люди стали больше нам доверять. Чем больше мы будем регистрировать преступления, проводить некий анализ, мы будем понимать о всех течениях, тенденциях в городе с точки зрения криминального характера. И в этой связи мой вам посыл, а еще, наверное, правильнее будет, я вас всех предупреждаю. Каждое обращение гражданина должно быть зафиксировано. Очень много сигналов поступает со школ. В школах очень много курят электронные сигареты. Я жду в кратчайшее время от вас непосредственно своему руководителю, а потом и выше к нам, план мероприятий. Нам нужно уже посещать школы совместно с другими сотрудниками. И давайте наводить порядок. Чужих детей в нашей стране нет. Это все наши дети. С положительной оценкой результатов деятельности сотрудников управления внутренних дел выступил прокурор города Сухум Алхас Агумава, отметив, что высокие показатели оперативной раскрываемости совершенных преступлений существенно влияют на криминогенную обстановку в столице, на ее улучшение, а качественная работа органов предварительного расследования во взаимодействии с прокуратурой обеспечивает неотъемлемость наказания преступивших закон лиц, что в целом поступательно приводит к правопорядку. 5 декабря пресс-служба СГБ обратилась к гражданам с предупреждением о проводимом комплексе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории республики. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность. Эта тема бурно обсуждается в социальных сетях и родительских чатах, и многие не отпускают детей в школу. Есть ли повод для беспокойства? За комментарием мы обратились к начальнику управления образования столичной администрации Астанде Таркил. Она подчеркнула, что причин для паники нет. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в профилактических целях. Компетентные органы
обратились в управление образования о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможности той определенной угрозе. В связи с этим, значит, у нас во всех общеобразовательных школах были проведены профилактические работы. Ставят родителям известность, классный руководитель, звонят и доносят информацию, что на самом деле это такая работа, которая была необходима. Школы работают в штатном режиме, все педагоги на местах. Призываем нашу сферу в школах сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность. Подведены итоги абхазского научно-образовательного проекта «АОСХР». В рамках одного из модулей проекта группа старшеклассников проходила курс обучения по биологии и химии. В АГУ состоялась презентация научных работ старшеклассников и награждение победителей. Подробности в репортаже Алики Трапш. Профессии в области естественных наук могут быть интересными и престижными. Организаторы первого абхазского научно-образовательного проекта АОСХР доказали, что обучение школьников естественным наукам может быть увлекательным. Проект АОСХР был запущен двумя энтузиастами, сотрудниками НИИПИТ Валерием Джинджолия и Ларисой Ахуба. Главная цель проекта – привить школьникам любовь к естественным наукам и в то же время помочь с выбором профессии. Это фактически профориентационный проект, осуществляемый на кафедре экспериментальной биологии и медицины, кафедра, выпускающая медицинских биохимиков. И мы, в принципе, получили поддержку в фонде Амшра, и благодаря этому смогли этот проект реализовать. Благодаря фонду Амшра, благодаря Сухумскому дому юношества, который предоставил нам базу удобную для посещения школьниками, мы смогли начать этот проект. Всего в проекте приняли участие 18 старшеклассников из разных школ столицы. По итогам первой части проекта были отобраны 6 финалистов. Они были распределены между научными руководителями и в ходе обучения занимались исследовательской работой, проводили опыты. Затем школьники написали научные работы на разные темы, которые презентовали перед квалифицированным жюри. Темой моей исследовательской работы является покраска крови. Для чего же нужно окрашивать кровь? Для исследования клеток крови необходимы окрашенные препараты. Материалы, которые мы использовали для окраски: мазки периферической крови, краска Романовского ГИМЗ, фиксатор-краситель Май Грюнвальд и бриллиантовый зеленый. Бриллиантовый зеленый – это был наш эксперимент. Председатель конкурсного жюри, декан биолого-географического факультета АГУ Марина Голгуа отметила важность проекта АОСХР. Она подчеркнула, что участие школьников в проекте обязательно будет учитываться при их поступлении в университет. Я вижу здесь докладчиков, которые выдержали бы уровень уже, наверное, студенческий. Поэтому я буду делать своего рода такой шаг в пользу наших сегодняшних докладчиков. Если они планируют и намерены поступать к нам, я думаю, что мы найдем формы, чтобы поощрить их в этом и как-то изменить, может быть, испытания вступительные для призеров, а возможно и победителей данного проекта. Подводя итоги проекта, конкурсное жюри отметило 3 научные работы школьников. Лучшей была признана работа учащегося 15-й средней школы Панайота Теверенчиди. На втором месте учащаяся 2-й средней школы Ирена Кутарба. 3-го места удостоился учащийся 4-й средней школы Астан Гамге. Победителям и всем участникам были вручены грамоты и памятные подарки. Панайот Теверенчиди рассказал, что в будущем он готов посвятить свою жизнь науке. С самого начала, когда я пришел на этот проект, меня сразу же затянуло. В самом начале нам преподавала Лариса Ахуба. Это было связано с физикой. Но когда же нам начал преподавать Валерий Джинджолия, он показал нам химию во всех ее красках. И после этого я понял, что свою жизнь хочу посвятить именно химии, физике и естественным наукам. Ирена Кутарба также поделилась, что проект АОСХР помог ей определиться с выбором профессии. Ощущения от проекта у меня самые такие наилучшие. Мне очень понравилось, я многое узнала. Мне понравились наши наставники, с которыми я общалась, людьми, которые мне помогали. В общем, я очень довольна. Я решила поступать на биохимический благодаря этому проекту. Он как-то направил меня на этот факультет.
Итоги первого абхазского научно-образовательного проекта ОСХИР подведены. Однако в планах организаторов немало и интересных проектов. Айка Трапш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. 94-й день рождения поэта Владимира Саблина отметили в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир. Во встрече приняли участие сотрудники библиотеки, друзья писателя и общественность. Репортаж Шазины Ханагуа. Искренние, яркие, идущие из глубины души строки Владимира Саблина давно нашли дорогу к читателю. С 1960 года поэт публикуется в газете «Советская Абхазия». Подборки его стихов неоднократно помещались и в журнале «Сухум Агуа». Произведения Саблина получали и литературную премию этого журнала. Абхазия моя, земля моя родная, я твой неблудный сын. Я твой любимый сын. Ведь где бы ни был я, но горы, вспоминая, я чувствовал всегда, я в мире не один. Что я не одинок, коль ты в душе хранима. Владимир Саблин родился в Сухуме. Выпускник военного авиационно-технического училища, служил в советской армии. Работал радиотехником в научно-исследовательском институте акустики. Он из тех мастеров русского поэтического слова, кто, свободно владея литературным ремеслом, стремится к глубине и лаконизму лирического образа. В некоторых стихах поэта звучат отголоски его внутреннего мироощущения. Такие же теплые поздравления звучали сегодня и в адрес юбиляра. От всей души его поздравляю. Он частый гость нашей библиотеки. Надеемся, что еще долгие годы он будет нашим активным посетителем и будет удивлять своим интересным творчеством. Владимир Саблин, как поэт, впервые широко и мощно заявил о себе на конференции, проходившей в 1995 году в Санкт-Петербурге. Он является автором таких сборников, как «Пещерный жемчуг», «Между добром и злом», «Познай свои печали», «Поэма ночи», изданных в Сухуме и Воронеже. В том, что я начал печататься в газетах наших абхазских, сухумских, помогал мне Мушни Ласурия. Он такую мне помощь делал, что первые 3 книжки, тоненькие, маленькие, первые книжки, за его заботу обо мне помогал. Он уже был известным писателем. 3 книги помог издать, первые книги. В последние годы в творчестве поэта все более ощутимым становится тяготение к сложным и противоречивым проблемам познания сути бытия, смысла человеческого существования. Ни один зверь, ни кит, ни слон, никто не имеет души. Только человеку душа дана. Только человеку. И какое наше обязательство хранить в душе только что-то чистое, доброе, национально храброе и так далее. Почему? Если хоть одно пятнышко черное будет на душе, это великий грех. В этот день в Национальной библиотеке звучало много стихов и поздравлений. Несмотря на то, что юбиляру исполнилось 94, он полон сил и творческих планов. Читатели тепло отзываются о творчестве поэта и с нетерпением ждут его новых произведений. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Страновая конференция русских соотечественников прошла в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы». КСОРС Абхазии, объединяющий более 20 организаций, рассказал об итогах работы за текущий год и планах на 2023. Мероприятие прошло при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии. Сария Кварацхелия расскажет подробности. Более 20 организаций русских общин, проживающих в республике, объединились в Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии. Ежегодно они подводят итоги работы и намечают дальнейшие планы. Открывая встречу, советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов зачитал приветственный адрес ответственного секретаря комиссии по делам соотечественников за рубежом Александра Нуризаде.
Ваша встреча проходит в непростых условиях обострения международной напряженности, когда единомышленники в ряде недружественных России стран мира испытывают беспрецедентное давление. Уверен, что российская община Абхазии, Координационный союз организаций русских соотечественников Республики Абхазия, продолжит процесс консолидации и впредь будет служить примером и центром притяжения для всех представителей общины, разделяющих наши общие духовные ценности. Работа общественных организаций ведется непрерывно, причем в своей деятельности они ориентируются не только на русскоязычное население республики, но и на титульную нацию, что в итоге положительно оказывается на русско-абхазских отношениях, отмечалось на конференции. Как вы знаете, страновые конференции у нас присутствуют, вернее, страновые ксорсы у нас присутствуют практически во всех странах мира. Ну и, соответственно, вы являетесь теми коммуникаторами, вы являетесь именно той частью общества в стране пребывания, которая обеспечивает нам взаимодействие, в том числе и с гражданским обществом, и с официальными лицами страны пребывания. От того, как выстраивается ваша работа, не только с соотечественниками, но и со всем гражданским обществом, зависит в том числе и то, как та или иная страна смотрит на Россию. Присутствовавший на конференции секретарь Совета безопасности Сергей Шамба отметил, что начиная с 20-х годов прошлого столетия представители русской интеллигенции и бизнеса внесли значительный вклад в развитие Абхазии. Он также добавил, что общая задача двух дружественных стран – не потерять, а развивать культурное наследие. Трудности, которые мы сегодня переживаем, они касаются всех. Нам нужно сплотить наши усилия для того, чтобы достойно выйти из всей этой ситуации и развивать наши отношения. Ваша задача, как граждан Абхазии, укреплять связи между российским обществом и абхазским обществом, между молодежью наших стран. Председатель Координационного союза организации русских соотечественников Олег Юрченко представил детальный доклад о деятельности КСОРС за прошедший год, а также рассказал о внутренней работе Союза. Привлекательность в КСОРСе должна быть, если мы понимаем, что это основная структура, которая здесь работает с соотечественниками в правильном направлении. И над этой привлекательностью мы с вами, уважаемые гости, уважаемые делегаты, уважаемые участники конференции, должны думать. Наш КСОРС должен быть привлекателен для тех организаций, которые заботятся о положительном имидже России, заботятся о ее культуре, о ее языке. Подвел итоги уходящего года председатель правления молодежной организации русской общины Республики Абхазия Станислав Осыкин. В 2012 году молодежная организация русских соотечественников стала первой в Абхазии. Все это время они активно принимают участие в массовых мероприятиях, турнирах, концертах, национальных русских праздниках. Работа в этом направлении продолжается и сегодня. Из недавних наших мероприятий хочется отметить серию экскурсий для школьников средней школы Республики Абхазия. На своих экскурсиях мы рассказывали школьникам о том, какой вклад русские деятели внесли в Абхазию, в становление республики, в ее культурное развитие, в архитектурное развитие. В работе страновой конференции принял участие заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач. По всему миру больше 50 стран у нас в контакте постоянном и показывает эффективное присутствие Москвы на таком не только постсоветском, но и мировом пространстве. От имени правительства Москвы, от имени нашего департамента, от имени министра правительства Москвы Сергея Евгеньевича Черемина я вас поздравляю с таким сегодня днем страновой конференции. Это очень важное, серьезное мероприятие, которое вы должны подойти со всей ответственностью за будущий этап вашей работы. О проделанной работе в КСОРС также отчитались руководителю пресс-службы, юридического и грантового отделов и отдела награждения и правовой защиты. Была отмечена положительная динамика в деятельности, указаны некоторые сложности в работе и предложены возможные пути решения. После этого состоялись выборы, где председателем КСОРС вновь был избран Олег Юрченко. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Вопросы сотрудничества между администрацией Сухума и правительством Москвы обсудил мэр столицы Беслан Эшба с заместителем руководителя Департамента внешнеэкономических связей правительства Москвы Игорем Ткачем. Делегация правительства Москвы приехала в Сухум для участия в страновой конференции. Глава Сухума Беслан Эшба приветствовал заместителя руководителя Департамента внешнеэкономических связей правительства Москвы Игоря Ткача и заметил, что в Сухуме всегда ждут друзей из Москвы. Беслан Эшба отметил, что администрация Сухума и правительство Москвы давно готовы подписать меморандум о сотрудничестве, но в силу разных причин событие откладывалось. Свои коррективы внесла и пандемия. Подписать меморандум планируют уже в новом 2023 году. Мы давно готовы к подписанию данного соглашения, в данном случае это меморандум. Освежение. Да. Вот. Но определяйтесь с датами. На последней встрече моей с Сергеем Евгеньевичем мы, в принципе, обсудили круг вопросов, которые нас интересуют, и в первую очередь, которые надо будет реализовывать на территории Абхазии. Это делает наши позиции ближе, это подтверждает наши добрые намерения, дружбу, братство. Делегация правительства Москвы приехала в Сухум для участия в страновой конференции. Ее проводит Координационный союз организаций русских соотечественников. Игорь Ткач передал мэру Сухума приветствие от министра правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы России Евгения Черемина. Он подтвердил планы, которые собираются реализовать правительство Москвы и администрация Сухума. Оставляем все наши планы, так сказать, просто в перенесенном состоянии, ни в коем случае не в отмененном. Нам очень хотелось бы, чтобы здесь у нас было 1-2 хороших якорных мероприятий, ежегодных, которые мы все к ним готовимся, мы их ждем такого уровня, чтобы это задействованы были все общественные организации наших соотечественников. До подписания нам никто не мешает обмениваться такими рабочими делегациями. Меморандум еще не подписан, но между департаментами правительства Москвы и администрации Сухума продолжаются контакты. Беслан Эшба проводил неоднократные рабочие встречи в Департаменте транспорта Москвы, где обсуждалась возможность создания для Сухума схемы транспортного движения с учетом богатого опыта столицы России. Проводили встречу с Департаментом транспорта. Ваши были у нас в гостях, мы обсудили ряд вопросов, и они отозвались, что могут нам помочь в организации схемы транспортного движения, что мы все равно транспорт растет, общественный транспорт тоже подлежит замене, значит, личный транспорт растет, и служебный транспорт растет и так далее. И у нас уже возникает вопрос о таком немножко прикладном подходе в этом случае, где надо строить серьезную транспортную схему движения. Вот. Нам сказали, что нам помогут. Игорь Ткач предложил помощь правительства Москвы в решении вопросов, связанных с ЖКХ. В конце встречи стороны обменялись памятными подарками. Мадина Абганба, Михаил Братухин, пресс-служба администрации города Сухум. В Русдраме идут последние репетиции спектакля «Софичка», премьерные показы которого состоятся 9 и 10 декабря. Постановка по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера обещает стать одной из самых громких премьер нового театрального сезона. На пресс-показе спектакля побывала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Гуланзе. Софичка была в него влюблена. Хотя сама себе в этом не признавалась. Так звучит со сцены спектакль «Софичка», и в нем искандеровская глубина мысли и сила любви. Забываешь, что это репетиция, кажется, что актеры играют при полном зале. Убедительность и эмоциональная наполненность бьют через край. Смотришь и ни в чем не сомневаешься, хочется только сопереживать. Главная героиня завораживает, прямодушная, открытая, честная, а судьба у нее невероятно сложная. Все выпавшие на ее долю испытания отличной драмы до исторических событий даны через ее жизнь, и на этом фоне выглядят еще пронзительнее. Просто процитирую фразу Фазиля Искандера: «Из этой жизни он никогда не уйдет, пока не уйдет память из ее сердца». Человек не умирает, человек остается в сердце, пока есть о нем память любви и есть вообще память о нем. Так что приходите, я думаю, что ваши сердца наполнятся именно любовью, той искренностью, которая
описанного Фазиля Искандера. В спектакле задействована почти вся труппа театра. Все роли яркие, будь то драматические, трагикомические или неоднозначные. И у каждого свое неповторимое соло. Роль, я ее ощущаю, что на вырост. Она такая, что я сегодня сыграл, да, вот так, это не значит, что это хорошо, и на этом можно остановиться, что с каждым спектаклем в ней можно расти. Думаю, что после всего сказанного зритель уже как бы заинтересован, и у спектакля будет большая популярность, успех, и он будет очень тепло встречен местными, да, жителями, потому что он попадает, он бьет, он трогает. «Софичка» – очень глубокое произведение. В нем раскрыто множество тем – человечность, нравственность, традиционность, война и мир, храбрость и трусость, верность и предательство. Мир Софички – это мир Чегема и всей Абхазии. Все лучшее, что есть в нашем народе, воплотила главная героиня в себе. Своей основной задачей, когда я начинала работу над этим спектаклем, я видела в том, чтобы никак ни в чем не испортить, не нарушить, не исказить главное то, о чем писал Искандер. Поэтому мне хотелось сделать это максимально подробно и точно. Для меня можно так сказать, что Софичка – это воплощение судьбы Абхазии, это ее душа. Самое лучшее ее качество, самое лучшее ее воплощение в жизни. Над оформлением спектакля, не покладая рук, работали художники. Декорации, внешний облик героев, свет и звук кропотливо создавались в соответствии с творческим замыслом. Так как это были не фантазийные костюмы, а в них нужно было вложить время, эстетику, чтобы это повлияло на зрителя и дало ему ощущение привычек и образов тех лет. Поэтому для меня это была самая сложная работа в театре. Надеюсь, хоть какую-то часть удалось осуществить, и это принесет энергию спектаклю. Это уже второй спектакль в этом году по прозе Фазиля Искандера. В нем звучит не только русская, но и абхазская речь. По словам директора Русдрама Ираклия Хиндба, спектакль будет понятен абсолютно всем. Каждый зритель найдет в нем то, над чем будет смеяться, плакать и размышлять. Это актуальный спектакль, это живой спектакль. Это спектакль, который говорит, мне кажется, о том, что у нас у всех на душе. Наши переживания о судьбах Родины, наши мысли о времени сегодняшнем, наше сожаление по поводу того, что мы зачастую даже, я бы сказал, беспечно теряем главное, что определяет нас, как абхазов, граждан Абхазии, всех людей, которые живут на этой земле и которые являются воплощением духа этой земли. Этот спектакль, который 5 лет назад был представлен в Абхазии в качестве студенческого спектакля, сегодня обретает вторую жизнь, и я вам хочу сказать, что это абсолютно новый спектакль. 9 и 10 декабря состоятся премьерные показы «Софички». Каждому пришедшему спектакль подарит ощущение сокровенного разговора о том, что волнует именно его. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Кабинет министров опубликовал производственный календарь на 2023 год. В январе будет 15 выходных дней с 1 по 10 января, с 14 по 16 января, а также воскресные дни 22 и 29. Субботние дни 21 и 28 января будут рабочими. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 9 декабря на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-12, днем 10-15. Температура морской воды плюс 15. А на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.